Вітаю, шаноўныя сябры! Сёння на маім канале «Казкі на канапе» прэм'ера кнігі расійскай пісьменніцы Зулі Стаднюк. Поўнае імя пісьменніцы гучыць вельмі прыгожа – Зульфія Венераўна. Кніжка называецца «З другам не страшна». Падчас міжнароднага кніжнага кірмашу мне пашчасціла пазнаёміцца з абаяльнымі дзяўчатамі, супрацоўнікамі выдавецтва «Добры велікан», якія і падаравалі мне гэту кнігу, напоўненую дабрынёй і спагадай, шчырым сяброўствам і ўзаемадапамогай. Аповед пра кнігу далей будзе ісці на рускай мове, таму пераходзім, калі ласка, на рускую мову. Жил-был в лесу одинокий волчонок Сережа. Ну, не совсем, скажем, одинокий. Конечно, была у него мама, волчица Анна. Но 2 недели назад она внезапно пропала, и волчонку было грустно и одиноко без нее. Раньше они с мамой жили в большой волчьей стае. Но они не были хищниками, а питались только той пищей, которая росла на деревьях или на земле. А по вечерам мама играла на арфе. И многие звери подкрадывались тайком, чтобы послушать ее музыку. А это было на руку другим волкам. Они в это время хватали тех, кого могли догнать. А мама волчонка плакала, глядя на все это. И вот однажды она собрала вещи и, сев с сыном на велосипеды, они уехали жить в другой лес и поселились в ничейной хижине на окраине леса. И вот сейчас мама внезапно пропала, и Сережа по вечерам коготками перебирал струны арфы, и звонкие бряки разгоняли тишину и грусть. И волчонок выбегал из дому, чтобы не оставаться одному. Бежал к полянке, где играли звери, но он только наблюдал за ними, спрятавшись за стеблями иван-чая, потому что выгляни он оттуда, как сразу все звери разбегутся, боясь быть съеденными волком. Вот и в этот вечер волчонок выглядывал из-за высокой травы. Белки, как обычно, ловко прыгали через веревку, зайцы салили друг друга длинными ушами, бурундуки играли в прятки. «Туки-туки-тук, прячься, бурундук, хоть в дупло, хоть в сундук», лопотав, отвернувшись к сосне, мелкий бурундучок. Потом он развернулся, помотал головой. Ну и вот невезение. Как раз в этот момент под лапой Сережи хрустнул сухой стебель. «Нашел! Тук-тук-тук!» Бурундучок кинулся в траву, столкнулся к носу Сережи и тут же завопил. «А, волк, волк, тут волк!» Сережа вздохнул, опустил голову на передние лапы и через просветы в листьях стал смотреть, как разбегаются звери. «Он здесь! Подкарауливал нас, чтобы напасть!» А потом Сережа слушал, как, собравшись на другой поляне, они обсуждали его. «Глазищи! Во! Зубищи! Ух! Когтищи! Уф!» Сережа посмотрел на аккуратно постриженные ногти и поплелся назад. Он не хотел никого пугать. Даже днем, проезжая по лесу на велосипеде, волчонок нажимал время от времени на звонок, чтобы не видеть, как бросаются в рассыпную пугливые зайцы. Пусть лучше заранее спрячутся. Но больше всего он любил гулять ночью, когда звери спали. И сегодня решил выйти из дому, даже несмотря на то, что тучи закрыли все небо, а в лесу еще с вечера отключили электричество. И вот называется одна глава из этой книги «Ночная встреча». «Ночь – это тоже волк», – подумал Сережа. «Большой, черный, страшный волк. Все ее боятся, а она добрая, прохладная и ласковая». Ночь никогда не обижала волчонка. Он отодвигал ветки и шел, принюхиваясь к влажному лесу. Иногда сбивался с тропинки, потому что даже привычные к темноте глаза не могли увидеть ее в такую беззвездную ночь. Но вот ветки перестали цепляться за шерсть, под плотными подошвами сбилась мягкими комочками земля. «О, здесь спуск с горы», – догадался Сережа, – «а внизу река». Он всего секунду помедлил, а потом побежал, раскинув лапы в сторону.
«Ух!» – выл Сережа от восторга. «Ух!» Встречный ветер холодил кожу под шерстинками. Но вдруг – бамс! Волчонок налетел на что-то мягкое и мокрое и покатился кубарем с ним в обнимку. Мягкое и мокрое оказалось кем-то живым, потому что во весь путь истошно верещало. «Ай-ой-ой!» Наконец они остановились внизу, отряхиваясь и потирая ушибленные бока. «Ты что, с сосны упал? Смотри, куда летишь!» Сердито фыркнул в потемках неизвестный зверь. И Сережа оторопел. Никто с ним в этом лесу не разговаривал так грубо и смело. «Так это...» – промямлил он. «Я же не видел никого, темно». «Не видел!» – передразнили его. «Врезался в меня, будь здоров! Ты вообще кто такой?» «Белка!» – соврал волчонок. «Белка, значит?» Сережа услышал сердитое сопение, потом сердитое топтание, а затем шаги прочь. «Да, Белка, ты куда?» – крикнул он, побежав за незнакомцев и нечаянно ткнулся ему на бегу в плечо. «Еще и пихается! Ну, прости! Между прочим, я сразу догадался, что ты белка и есть. От вас, от белок, разве дождешься чего-то хорошего? Тьфу! Я соврал, я не белка. Ты давай не отпирайся. Зачем вы нас вчера шишками закидали? А ну, отвечай!» «Я не кидал!» «Вас там много было. Не ты, так кто-то из ваших. Говорите, будто мы уже все деревья в лесу перегрызли, и вам, видите ли, лазать негде». «Чепуха!» – хмыкнул Сережа. «Лес большой». «Ну вот и я о том же», – примирительно протянул в ответ незнакомец. «Значит, ты не кидал?» «Нет». И снова послышалось сопение, но теперь Сережа чувствовал дружелюбное. «Я бобер, звать Витек. А тебя как?» «Сережа. А тебя-то мамка отпускает в такое время гулять?» У Сережи больно дернуло в груди, как будто внутри его тронули струны маленькой арфы, и они задребезжали. «Нет, не отпускает. И меня. Ха-ха-ха. А я ушел, потому что мы с братьями поспорили. Они говорят, что я трус. Думали, что я забоюсь в темноте, один без фонарей. И что же ты?» «Чего ж тут бояться?» – улыбнулся Сережа. «Как чего? А волка? Наши говорят, он тут каждую ночь бродит. А ты боишься волка?» «Да я вообще ничего не боюсь!» Сережа улыбнулся и завилял хвостом, как домашний пес. Неужели есть в лесу зверь, который не убежит от него, поджав уши? «Ты чего зубы скалишь?» – возмутился Витек. «Я их даже в темноте вижу». Сережа смущенно прикрыл пасть. «Смеешься надо мной, что ли? Не веришь, что я не боюсь? Да я к этому волку хоть в дом могу залезть, ясно?» «Так пойдем!» – обрадовался Сережа. «Пойдем ко мне в гости». «Зачем?» «Чай пить. У меня еще целая банка варенья осталась». «Нет, вы, белки, сильно высоко дома строите, я на дерево не полезу». «Да я же тебе сказала, что я не белка, я волк. У меня дом там, на горе». «Волк?» Витек отпрыгнул, бросился к берегу, болтыхнулся в реку. А Сережа разозлился так, что слезы у него из глаз брызнули. Трус, хвостунишка, сказал, будто бы не боишься, а сам... Тут он задохнулся, потому что накипающие слезы душили его. Волчонок даже не услышал, как Витек вылез из воды и осторожно прошлепал назад. «А что?» – буркнул он виновато. «Я себе не враг. Волк меня бы живо съел. И кто бы тогда нашим ребятам помогал строить плотину?» «Ну и что же, я тебя не съел?» «Так ты не волк, а поросенок непорядочный. Разве можно так пугать? Проверить меня хотел, да?» Сережа пожал плечами, но Витек этого не увидел и протянул. «Ладно, пойдем, что ли, по лесу побродим, а? Пойдем». Они шли, пробираясь сквозь заросли и колючки. «А ты мне нравишься», – признался Витек. «Только вот будет ли дружба с тобой? Мне на дерево не забраться, а ты в воду не полезешь, верно? А можно пойти туда, где отвесной берег, посидеть, шишки в воду побросать». «Ой, вам, белкам, лишь бы шишками кидаться», – проворчал тот, но согласился. Они сидели на берегу, свесив лапы, иногда запуская попавшуюся в траве шишку, и слушали, как она плюхается в воду. «Есть такая вода, – рассказывал Сережа, – большая и соленая. Она все время шипит, как встревоженный уж». «Погоди, как же в такой воде плотину строить?»
Не, в ней бобры не водятся, там другие звери, большие рыбы с зубами, кусачие. Ой, а еще есть леса, жаркие и цветные, там по деревьям прыгают зверьки. Белки, что ли, вроде нас? Не, вроде вас нет, у них хвосты длинные, тонкие и уши в стороны торчат. Ясно, а бобров в этих лесах тоже нет? Там в воде живут зеленые животные, длинные, как бревна, и злые очень. «Да откуда ты все это знаешь?» – просил Витек. «Из книжек», – ответил Сережа. «У меня много дома всяких книг с картинками». «Эх, жалко, что ты на дереве живешь. Я бы к тебе зашел заглянуть на твои книжки». Сережа вздохнул. «И завтра я с тобой встретиться не смогу», – рассуждал Витек. «Дел много. Вот только если ночью». «Давай», – быстро согласился Сережа. «Я тебе книжку подарю насовсем. Только ты ее на берегу храни, а то в воде она развалится». «Ладно», – ответил Витек. На следующее утро волчонок Сережа сразу же, как пробудился, сел на велик и поехал к реке, где бобры строили плотину, и услышал, как бобренок Витек хвастался своим друзьям, как он прошлой ночью встретился с волком, мотузил его всю ночь, а напоследок еще и потребовал от волка банку варенья и книжку. Бобры, конечно, не поверили врунишке, а волчонок только улыбнулся Витькиным выдумкам и даже не обиделся на бобренка. А вечером состоялась их еще одна встреча, но об этом мы почитаем в следующий раз. До побачення, до зустрічі на каналі Казки на канапі.